Есть такие люди, с которыми, когда встречаешься, вокруг все становится светло и по-доброму. Сегодня мы в гостях у Альфея Апа по адресу Химиков 16Г. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Мир вашему дому. Меня зовут Салих Хазрат. Хотелось бы познакомиться с вами. Как зовут вас? Меня зовут Альфия Самиговна Газизова. У нас такой проект. Мы стараемся в нашем городе посетить каждого человека, который нуждается. Поэтому, когда мы узнали, что у вас есть испытания, которые вы переносите, да, так мужественно, да, то мы хотели бы как-то быть причастны тоже к этому, как-то быть из числа помощников ваших. Вот. И поэтому вот нашли время, чтобы прийти к вам и немножечко с вами поближе познакомиться. Альфия Апа буду говорить. Хорошо, вы не против, наверное, да. Когда мы уже зашли вот в эту маленькую комнату, знаете, как бы увидели вас, да, нам-то как-то стало очень приятно. То есть, да, вы как излучаете какой-то такой особый свет, да, я говорю, даже вот надо ставить эту лампу или не надо, да, то есть действительно первые минуты, первые секунды знакомства, да, вот общения, они уже о многом говорят. Очень приятно находиться здесь. Нельзя сказать, что это большая какая-то просторная квартира, да, там, это комнатка. Но в этой комнатке есть все, что необходимое для жизни, а в то же время в этой комнатке есть какой-то нур. У мусульман, у татар есть такое слово нур. Это какой-то свет. Свет спокойствия, свет какой-то благодати. Наша задача стать ближе друг к другу. Чем мы можем друг другу помочь, это внимание. Это просто выслушать друг друга. Поэтому первый вопрос. Как вот вы оказались в этом городе? Я служила в армии. Там получила травму головы, авария. И пришлось вписать рапорт об увольнении, демобилизации, естественно. И я прошу прощения, удивительно, чтобы, ну, в то время, получается, девушка, да, служила в армии. А как вот, какой род войск, почему армия? Конечно, это говорить нельзя было и нельзя, многие и не знали. Просто я вам не буду уж, извините, все раскрывать. Хорошо, хорошо. А потом я уже гражданская работа, крановщица стала работать. Потом я училась заочно на юриста тоже. Ну, в общем, и на все, везде все хваталось, успевала работать крановщицей по всем кранам. И получила я вот это жилье. Это какой год, если... Это было, сейчас я вам скажу, 86-й год. Я приехала в 85-м. И стояла вторая очередь на квартиру, работала по сменам. У меня, естественно, сын со мной маленький был. И вторая очередь на квартиру стояла. Когда правком вызвал меня к себе и повез на улицу Лесную, я город только знала, вот завод ЖБ и КСП, наш район, базар, автовокзал. Ну, естественно, работа. И он повез на Лесную, там однокомнатная квартира. Он мне сказал, давай не отказывайся, бери. Я говорю, ну как, мне же сын растет. Я уж немножко еще подожду, скоро ведь первая очередь настанет, чтобы двухкомнатную получить. Но не знал я тогда, что потом уже перестанут давать жилье. Потом начнется покупное. Вот так я осталась вот в этой комнате. Крановщиком работали, да, то есть это высота, это же Я тоже наверное, ниже, как бы не женская, как бы работа, кажется. Интересно, я вообще хотела стать летчицей, но в Харьковском военном училище летное, на летчика-истребителя хотела, летчика-испытателя хотела. Ну, я и женственная, я и по мужскому, меня отец к этому приучил. Высотный кран, на него подниматься, наверное, долго-долго. Это же интересно, это романтика. Пусть я не летчик, но сухопутный летчик. На кранах, на мостовых, на заводах, плиты, формовка. До сих пор во сне вижу, как по кранам хожу. Сначала видела, что в армии, а сейчас все по кранам. Все прекрасно, все хорошо. Это какая высота, вот, ну, чтобы для понимания? Краны не смотрят не спрашивают про высоту, а спрашивают тоннажи какие.
У меня от 25 до 200 с лишним даже выходили там ножи. Это у меня 6-й разряд крановщицы был. Ну, переставал. Ну, интересно, очень даже интересно. Вы как раз тот самый строитель, который работал на кране, который строил этот город, получается. Ну да, плиты наши. Дальше, как у вас судьба сложилась? То есть у вас сын, да? У меня сын, слава богу, вырастила хорошего сына. В данный момент они живут в Варежском районе, недалеко от Казани. Сначала жили в Казани. Он, когда здесь жил, здесь эпидемия была мышиной лихорадки. 12 человек умерло, его спасли, ему было 19 лет. Спасли его, но дало на почки. Ну, он такой же, как я, его таким воспитала, мне отец такой воспитывал. Не жаловаться, быть сильным, быть не хочу, но надо, сделаю, вперед. Ну, на инвалидность не пошел, мам, я молодой, я стесняюсь. Вот, женился, слава богу, все хорошо, сноха хорошие, внуки хорошие, он занимается внуками, и у него на легкий труд, у него бывают приступы почками. Но, независимо от этого, он старается мне присылать каждый раз по 5000, скроить все равно, и подарки, и телефон вон новый, и шаль, и чайник, и все. И вот в этот раз прислал 5 килограмм мяса, которое мне надо кушать, у меня еще сахар взять. Телятину. Там рядом деревня, где работает у них на работе, они привезли мясо. Он у них покупает. За детьми смотрит. Внучка с золотой медалью закончила, с красным дипломом музыкальным. После 9 в КАИ поступила. Внук с 3 лет занимается борьбой. Ну, все прекрасно. Киллиан молодец, он ходит в мечеть. Все. Я была там после... Отсюда он меня туда увез, когда я не могла еще ходить, только лежать. Они очень сильно за мной ухаживали. Но в этом селе, скажем так, село, аптека, ну, открыли уж медпункт. Нету специалистов, которых мне надо, а мне же диагноз объемное образование правой теменной кости после травмы головы, 3 инсульта, инфаркт, еще год как диабет. Еще правый глаз немножко слепнет. В Чебоксарах в очереди стою, но пока не разрешают, потому что давление надо спустить. А там у них один доктор, как вот в армии, дадут солдату половину от головы, половину от живота. А мне же нужен и нейрохирург. А раскрыть череп в Казани приезжал новороссийский нейрохирург. Он сказал сыну, нежелательно откроется. Она так нас всех переживет. А вы хотите, чтобы овощ лежал? Ну, вот так уж я борюсь, воюю, стараюсь, учусь, сама все делаю. За мной смотрели очень многие. И пришлось ехать сюда. Ну, во-первых, у нас тут скорая помощь, молодцы, всегда. Во-вторых, тут вот у меня невролог. Молодец, Татьяна Николаевна Рахимова, медсестра, молодец, Комиссарова. Ну вот все молодцы, мне здесь удобно, мне здесь хорошо. Потом скрытно было, что я приехала, ну, знали только 2 вот в доме подруги. Но ковид, потому что нельзя было, и чтобы не мучили же больно. Но когда уже начали выходить, ну вот все бегут, все летят и говорят, вот. Я такая счастливая, мне так много приходит, мне так прям много помогает. Прям. Очень приятно, да. Я так всех люблю, я так вот всем это благодарна. В доме, да, ваши соседи? В доме, да? Семья Кислова, Наталья с Александром, Уткины, Андрей и Татьяна, моя подружка. Наша по дому старшая Светлана. Потом Татьяна Адиславовна Каприянова, депутат. Ой, вообще я у нее училась на юриста. Я тоже же у нее учился. Я заочно у них в этом техникуме, да. Да. Вот у каждого человека, да, ну, своя судьба, своя жизнь. То есть мы бываем у людей, которые, ну, крайне в таком тяжелом положении, да, и вот честно, даже не знаешь, чем помочь, да, например. Ну, бывает вот так. Здесь, вот я же как вот с первых шагов, как мы пришли, увидели вас, и знаете, вы сами притягиваете к себе людей, скорее всего, потому что когда мы заходили в дом, мы встретили одну женщину, она там убиралась,
она спросила, вы куда? Ну, очень хороший вопрос. То есть, что за чужаки заходят, значит, да? Ну ладно, меня узнают, да? Я Хазрат, значит, вы куда, говорит, кому в гости? Мы сказали, вот, что вот на 5-й этаж, значит, Альфия Апага. Она сказала, это очень хорошая женщина, Ой, сказали. спасибо, ой, спасибо. То есть, знаете, то есть, когда о человеке много людей говорят, что хорошее, да, вы знаете, это очень приятно, во-первых, и это надо увидеть этого человека самого. Почему так? И мы понимаем, что человек этот, которого все любят, он трудится. Он трудится, во-первых, с собой, то есть, да, можно ведь повозмущаться, можно немножко, как бы, свое мнение высказать, а ведь людям что нравится? Людям нравится, когда с ними обходятся мягко, вежливо, да, по-доброму. Я еще вижу от вас, что вы других благодарите, понимаете? Очень, вот очень что всех интересно, люблю, да. очень. Очень приятно, Очень. да. Фомины, очень Оленька. Со школы с 19-й. Елена Сергеевна с девочками приходили, мне елку принесли, окна, вон все наклеили так радостно, с гостинцем, с подарками, песни мне пели. Всех люблю, всех Даже хороших. песни пели. Даже песни. Все прекрасно. И вам спасибо большое. Вам очень. Марат, спасибо большое, огромное. Ну, мы рядом, во-первых, да, поэтому запишите нас тоже к себе в друзья. Вот. И дай бог, конечно, мы будем вот так общаться. То есть общаться, разговаривать. Но все-таки мы такие уже мужчины, мы уж такие вопросы какие-то серьезно задаем. То есть вот вы на улицу как выходите, то есть, да, как вот эти вот дела обстоят? Ой, ваши? Конечно, я не люблю жаловаться никогда. Я и сына этому воспитала. Не люблю жаловаться, просить, я все сама. Меня отец воспитывал как? Выпущенная стрела, она должна идти лететь вперед, никогда не поворачиваться назад. Раз идешь вперед, значит не иди вперед. И я тоже уже стараюсь сама вот и делать все, и руками, и все. Я только вот картошка у меня не получается чистить в рот, картошка чуть глаз не выпал. И вот двигаться, и шевелиться, бывало и падала, бывало и все. Девочки приходят ругаться, то тут синяк, а я только смеюсь. Думаю, это же хорошо, это же прекрасно. Да, плохо, на 5-м этаже лифт между этажами. На реабилитацию вот ездю, и в военную реабилитацию ездю, и в гражданскую реабилитацию ездю, и в милосердие ездю. Приходится просить, спасибо старшей по дому Светлане, очень молодец, дай бог ей здоровья. Она кого-нибудь попросит, есть, которые трубку не берут. Ну, всякие есть люди. Но я их всех люблю. Хотя я им всем помогала. Наверное, нет той квартиры, где бы я кому не помогала. Я рада. Я рада, что я помогаю. Аллах Берса, я обязательно стану на ноги. Я буду и вам помогать, и всем помогать. Дай Бог, дай Бог. И очень тяжело меня поднимать. 2 девочки, соседка Айпари. Там соседка живет. Тоже спасибо большое, с мужем вообще. Они стали нести с Татьяной, у меня Потоккины есть сестры, тоже очень сильно помогают. Ну это же тяжело тащить, вот даже до лифта очень тяжело. И вот это плохо, конечно. И кухню я тоже, конечно, развернуться негде, поручни забить негде, в туалет уж. Опять ведь живу с соседями, не буду жаловаться. Конечно бы отдельно лучше было бы и на 1-м этаже. И потом я бы сама могла ездить в магазин. Я бы сама могла доехать до Рубахи, допустим. Сейчас такие автобусы, спасибо нашей администрации, автобусы, которые для инвалидов сзади помогают. А мне это так хочется. Так хочется самой всего, чтобы все быть самостоятельно. Дай Бог. Но мой девиз: борюсь, лечусь и улыбаюсь. Раньше был не падать духом, не кричать, уметь молчать, да только улыбаться. Интересно. Такой я человек. Наверное, я хвастаюсь, извините, ради бога, я вы знаете, знаете, это вот нас это очень серьезно мотивирует. То есть. Я всегда помогала всем и буду помогать. Надо помогать, надо быть добрым друг дружке. Я прощаю всех, я и плохой. У меня нет врагов, бывают недруги. Я их прощаю. Хоть эти люди опять делают эти же ошибки, я опять прощаю. Но вот это мои чувства, наверное, друзья познаются в беде.
родные, друзья познаются в беде. Это я прям, мне это, наверное, Бог таким путем, как сын говорит: мам, хорошо, что ты сидишь, это Аллах так сделал. А то б ты с автоматом побежала бы на Украину воевать. Да, он мне так же говорит. А то б ты опять продолжала всем помогать. Ну, я помогал, ну и ко мне. И доброта приходит бумерангом. И ко мне идут. Аллах шакар. Я прям очень рада. И поэтому вот немножко, конечно, вот эти условия, чуть-чуть, да, конечно. Но а с болезнью хочу сказать больным людям, чтобы не капризничали. Есть такие, я была милосердие. Живет с дочкой, с зятем, зять хает. Она услышит, возможно, мои слова. Посуду она не моет. Ну, хулиганит немножко. Ну, так же нельзя. Нельзя. Ну, как-то с палаты вышла с комнаты, потом ничего не захожу, а она ножками ходит. Я на ней ожидала, что я зайду, и она прям свободно ходит. А как издевается над дочерью, над зятем? Ну, так нельзя. Больные люди, будьте посильнее. Все только сами, только сами. Дети работают, внуки учатся. Радуйтесь, наоборот, докажите, что вы, какая заслуженная, какие мы можем. Да, я понимаю, которые вот когда еще лежат, там тяжеловато. Вот спасибо сыну, снохе. Они за мной, конечно, очень хорошо смотрели. Чубану, подружка моя здесь с мужем, с Леней. Ой, так они хорошо меня в больнице смотрели. Каликова Марина, медсестра с травматологии. Ой, так за мной хорошо. Вообще все хорошо, все прекрасно. Я всех люблю. И вас теперь люблю. И мы тоже вас полюбили. Да, очень приятно. Вы сейчас очень хорошие такие правильные слова сказали. Некоторые люди, они просто падают духом, да, не видят выхода из положения, да, из ситуации. Смотря на вас, да, даже я себя чувствую бездельником, да, то есть, да, вот поэтому как раз вот это тоже одно из намерений, когда человек вроде бы он, скажем так, на коляске, ограничен, но в нем позитива, в нем столько силы, да, даже вот говорю же, есть такие мужчины здоровые, да, которые встать не могут, потому что им грустно. Не хотят. Да. Поэтому дай Бог вот вам здоровья, пусть Всевышний укрепит вас. Да, то есть, альхамдулилля, вот я говорю, я как пришел, я вот до сих пор нахожусь вот в этом состоянии, да, такого какой-то благодати, какого-то, значит, такого притока сил. Действительно, вы вот своим видением, своим отношением к жизни, да, и передаете свои эмоции тем, которые поникли, которые расстроились, которые, может быть, потеряли смысл жизни. И даже вот эти слова, это как милостыня, это как помощь ваша им. И это все делается по вот гармонии Всевышнего, чтобы каждый был ближе друг к другу. Аби мархум бабушка Минда всегда говорила: эй, балалар, эй, дети мои, просите у Бога, чтобы не было войны, чтобы был мир над головой, чтобы не было конца света, чтобы было крепкое здоровье, а остальное все будет, все прибудет. Берегите, любите друг друга, доверяйте друг другу, уважайте друг друга, будьте сплоченнее. Мир прекрасен, жизнь прекрасна. Спасибо вам, что вы пришли. Спасибо, что вы есть. Спасибо всем, кто мне помогал, помогает. Спасибо нашему мэру тоже обязательно. Я вас всех люблю. Приходите почаще ко мне в гости на чай.